Итак, друзья, буквально час назад мы были еще в лесу, собирали грибы, пообедали. Время где-то 2:30, и мы уже на реке. Что у нас? Обстановка на реке Печора. Как мы видим, лодку я поднимал высоко, и судя по вот этим плавающим лодкам, которые бьются друг об друга, я вижу, что вода поднимается и очень быстро. Поднимаем лодки, чтобы они не бились друг об друга. Я думаю, когда я буду где-то на отъезде или еще где-нибудь, с моей лодкой сделаю так же. Вода поднимается, волна гуляет, и просто лодки царапают друг друга. Вон насколько, где-то на полметра, где-то упала вода, поднялась вода. Посмотрим, не знаю. Обычно в такое время рыба не клюет. Вот это мы проверим. Все. Беру по минимуму бензин, спиннинг, удочку и запасные крючки, все такое. Ни еды, ни питья, ничего не беру. Планирую где-то до 8, до половины 9. Поехали. Скоро начнется. Ну а мы потихонечку будем кидать. Проплывем по перекату. Доедем до нашего места, где мы ловили обычно окуня на глубину. И попробуем там половить блесну, резину. Что-то будем пробовать. Ну вот и первая поклевка. И это у нас, конечно же, окунь. Ай-яй-яй-яй, еще и колется. Все-таки клюнул он на резину. Что я только не менял. Поставил резинку, виброхвост зеленый, светло-зеленый, ядовитый. И на третий бросок последовала поклевка. Ни блесну, ни воблер, ничего. Даже Славкину рыбку ставил, которую Славка мне отправил, глазастую. Вот эту. Вот такую вот рыбку ставил. Тоже 0 эмоций. Ставил обыкновенную резинку. И все-таки добыл я до одного окуня. Поймал. А время, вам скажу, уже... Времени прошло уже очень много. Часиков 5, наверное, как минимум.
Сейчас гляну. Нет, без 5-4. 4 часа первая рыбка. Видел рыбаков, супруги, муж с женой. Они говорят, ничего не берет, кроме как малька. Хариус не берет, окунь берет только на живца. Поймали с очком, говорит, живцов. И наловили на Ульянке крупного окуня. Посмотрим. Потихонечку мы туда приближаемся, но я все-таки не теряю надежды и потихонечку буду обкидывать резинкой. Потому что бывали у меня такие моменты, что и на подъеме воды на резинку неплохо клевал окунь. Окунь вообще рыба такая, более такая непривередливая, нежели хариус. Хариус бесполезный, я где-то больше часа убил на перекатах, наверное, ни одной поклевки. Сейчас потихонечку буду сплавляться и кидать. Может быть, что-нибудь еще и зацепится. Что-то клюнуло, друзья, что-то хорошее. Опа, щучка, 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 вот она. Щучка и сошла в лодке. Янскадан, вот на такую вот сипелявку резинку. Что-то запутало. Хорошо, что не начал заморачиваться подсак, все такое. Чувствую что-то хорошее. Успел включить камеру, сказать вам, что идет. Что, нормальная щучка, грамм на 700, наверное. Вот так вот. А главное, воблеры все кидал, бесполезно. Ну, это неплохо. Обнадежила. Обнадежила. Ну не густо, не густо, скажу вам, после того окуня я проплыл метров 100, наверное, уже. Поклевки вялые, еле-еле. Ну, стараюсь обкидывать сколько успею. Якорь не буду скидывать. О. Нормально. У меня же настроение поднялось. Окуня поймали одного, щуку поймали одну. Уже от нуля ушли. Только что была атака окуня или язя, не понял. Крупная, хорошая, но вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Язь походу, язь походу, язь. Язь. Это язь, друзья, язь. Взял прямо под лодкой, но только за резину. Вот он, еще раз попытка. Дергает за резину и все. Я не понял, что это было. То ли крупный язь, то ли щука. Но была атака на резину. За резину хапнул. Скорее всего, это язь был. Потому что щука бы проглотила, наверное. Но что-то было крупное. Вот такая вот резина. Вот такая. Хапают, но не достают до крючка. Сход язя. 3 раза хапал и не дохапал. Поставил вертушку небольшую. Тут все, ямка кончилась. Пошел типа перекат. И язь, оказывается, стоял на перекате. Сначала заметил его, потом
Вот так вот вертикально раз хапнул, промахнулся, два хапнул. И на третий ушел. Значит, не мой. Чуть-чуть до лодки не дошел. Не знаю, успела, не успела включиться камера. Я еще отвлекся на эту камеру, так бы, может быть, и дошел до лодки. И ладно, значит, был не мой. Так, там что-то вот плещется. Что-то плесканулось. Сейчас попробуем туда закинуть. Все, течением понесло. Выше было течение слабое. Типа ямки было. Вот здесь вот обычно окунь там клевал. Но на этот раз ничего там не поймали. Ну и ладно. Вот так вот. Вот так вот. Вот, друзья, такой язец. Все-таки взял вертушечку. Вот такой вот красавец. И взял на перекате. Два язя сошло, третий язь все-таки попал. Взял вертушечку. Еще что-то лодка едет. Че, он один, что ли, был? Походу, да. Ну ладно. И то хорошо. Щуку мы поймали, окуня поймали и язя поймали. Всего понемножку. Так. Окушарик. Забагрился. Сегодня окуней берем всех, не убираем. Клюет слабо. Второй окунь только у нас еще. Белому тоже надо что-то поймать. Тут, опа, вот, вот это да, вот это красавица хапнула. Вот золотая моя. Ой, хорошая моя. Ой, хорошая моя. Ой, прекрасная моя. Ой, это моя радость. Энскадан. Вот это уже хорошо. Это даже больше то, это под килограмм уже. Отлично, друзья, отлично. Все-таки терпение и труд все перетрут. Поймали язя, окуня и щуку где-то в течение, наверное, 5 минут. Это дает надежду, что клев все-таки начался. И время у нас 17:17. 5 часов. 5 часов это времени у нас остается рыбачить часа 3 где-то, не больше. Ну, что успеем, то поймаем. Без улова мы уже домой не уйдем. Если честно, я на щук даже не ожидал, а зато вон две какие красавицы зубастые. Оп. Что-то было, я не понял. Нет, что-то есть, да? Что-то есть. Окунь. Так, или пришло время клёва,
или нашли рыбное место, или и то, и другое. Но поклевки начались, и это радует. Уже стало интересней. Ветер стих. Поставил вот такую вот вертушечку. Вот такая вот рыбка. И сверху белый лепесток. Поменял я только тройник. Тут был жиденький такой тройничок. Я его поменял на более такой, более надежный. Вот поклевочка. Окунь. Окунечек, окунек. Ну как жадно взял, а? Вот такой вот окунь. Вот. Потихонечку, но улов растет. И, кстати, работает вот эта маленькая вертушка. Не знаю, или мы подобрали снасть, на которую клюет, или просто наступило время клёва. Вот она, подлодка ушла. Подлодка ушла. Вот она моя щучка. Поменял вертушку, поставил желтую. Я не знаю, как она зацепилась. Вот это, помните, эту вертушку, которую я возле нашей деревни потерял 1 июля, когда поймал ведро язей. И потом через 2 недели я ее нашел. Вот. Крючок тупой. Проржавел. Но щуку мы поймали. Плюс еще одна щучка. Главное, кидал воблер. Тишина. Ну, раз 10, наверное. Думаю, ладно, попробую, поставлю резинку. Может, хоть окунь клюнет. Поставил резинку, клюнула щука. Но это не факт, что щука любит больше резину. Нас он сносит, просто так совпало, скорее всего. Все. И тишина. Тем временем мы приближаемся к нашему месту. Там можно будет закинуть якорь, если что. И попробовать половить на удочку. Место там хорошее. Окунь там должен быть. Это то место, где я зимой бурил толстенный лед. Пытался поймать рыбу. Сколько лунок? 10, наверное, сделал. Была даже поклевка вроде бы. Но ничегошеньки я не поймал. Опа, есть. Есть. Что-то есть. Окунь. Хороший окунь. Вот такой вот красавелла. Отлично. Энскаден. Потихоньку. Улов растет, и это радует. Такими темпами пол-ведерочка у нас уже есть. До вечера, дай бог, ведро набьем. Нам большего ничего не надо. Наконец-то мы приехали на то место, куда я хотел. Но, к сожалению, уже день подходит к концу.
Подошла туча, начал моросить дождь. Вот я в таком обмундировании, обновил плащ, ОЗК. Теперь мне никакой дождь не страшен. Поймал одного окуня все-таки здесь. Немного покидаю. Если будет клевать, попробую на удочку. Нет, так надо уже сматывать удочки. День подходит к концу. Время у нас уже 18:37. Ну, часик у нас еще есть. Поймал одного окуня. И было 2 схода щуки. Если что-то будет клевать, поднимусь чуть выше и закину якорь. Есть. Это щука. Походу это щука. Ага, она родимая. Так. Попробуем так. Уйдет. Не уйдет. Такая вот хорошая щучка. И такую маленькую вертушечку. Сказал. Вот такая вот малюсенькая вертушечка. Так что мы лучше покидаем спиннинг. Это интереснее, чем удочка. Взяла прямо возле самого берега. Так что рыба есть. В принципе, тут и коряк хватает. О, есть, была поклевка. Есть, вот она. Опять щука. Нет, окунь. Окунь, смотри, какой красавец окунь. О. Отлично. Вертушечка работает. Янскадан. Окунь такой хороший. Или мы уплыли от рыбного места. Оп, нет, вот да, действительно. Окунь. Походу надо подниматься и рыбачить там. Вон какой хороший кабан. Еще успею. Есть поклевка. Взял прямо здесь возле самой лодки. Так что покидаем немного здесь. Так, что-то поймали. Судя по поведению, это щучка. Ага, вот она.
Вот она, вот она. О, блин, хорошая. Давай мы попробуем с очком. Вот так вот. Блин. Энскадан. С этим плащом так неудобно. Ух ты, как заглотило. Вот такая, друзья, черенция. Так что не зря поднялись обратно. Потихонечку улов растет. Так, друзья, у нас походу еще одна зубастая. Идет пока хорошо, но зацепилась очень слабо. Щука вся стандартная. Ай. Зацепилась хорошо. Вот так вот. Ты смотри, а? Приехали за окунями. А щук-то мы поймали тоже. Опа, есть еще. Но это окунь был. Это был окунь. Ладно, еще закину. Опа, есть. Опять щука, что ли? Да ладно. Похоже на щуку, да. Это не окунь. Вот она. Точно щука. Опа, сход. Вот. Давай попробуем поменять вертушечку на что-нибудь более серьезное. Вот, хотя бы на воблер. Это поставлю вот такой сейчас воблер. Блин, неудобно одной рукой. Так, где он у меня? Где он у меня есть-то? Вот он, воблер. У Сереги Башко. Донбасский воблер. Ну вот и все, кажись. Ехал до рыбного места. Ну, поймал я здесь сколько? 3 щучки, 3 окуня, наверное. И все. И день закончился. Солнышко садится. Красиво. Но рыба не хочет клевать. Дальше мы не поедем. Солнце сейчас сядет. Соберем рыбу и поедем домой. На сегодня хватит. Ну вот и все на сегодня. Клевать перестало. Пора собираться домой. Приступаем к самому приятному. Это подведение итогов. Поехали. Так, ну что, собираем улов. Раз, щука. И
видно, да? 2 щука. 3 щука. 4 щука. 5 щука. 6 щука. 6 щук. А вон еще 7-я. Вон еще 7-я. 7 щук получается. 1 язь. И 1, 2, 3. Вон какие красавцы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 окуней. 11. 11 окуней. Все. Ведро немножко не добрали. Ну ничего страшного. Почти ведро. Килограмм 7-8 точно будет. Как-то вот так. От нуля мы ушли, хорошо ушли. Немного, но и то хорошо. Солнышко прячется за горизонт. И на сегодня хватит. День прошел сегодня продуктивно. Грибов мы собрали. Сейчас Валентина, наверное, уже почистила, наварила. Рыбу мы поймали. Будет и малосолочка. Может, подкопчу что-нибудь. В общем, видно будет. На этом пока все. Спасибо всем, что смотрели. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.